Сегодня разговор об экологических проблемах надо вести в наступательном и практическом ключе и выводить природоохранную работу на уровень системной, ежедневной обязанности государственной власти всех уровней. У нас уникальная по своей красоте природа. Мы должны сберечь ее богатство и приумножать. Ингушетия – одно из редких мест на планете, где сохранилась первозданная чистая природа и удивительное разнообразие флоры и фауны. Горная часть Ингушетии представляет собой живописные ландшафты и уникальную экологическую систему со своеобразным микроклиматом. Именно горы и возвышенности занимают половину территории республики, а самая высокая точка – гора Шуан. Водные ресурсы представлены реками Сунжа, Асса, Фортонга, Арамхи, чистейшими родниковыми водами и другими. Богата Ингушетия большими запасами термальных и минеральных источников, обладающих высокими рекреационными качествами. Сохранение этих природных красот требует ежедневных усилий как со стороны власти, так и общественности. Комитетом Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам непрерывно осуществляется надзор за экологией и состоянием природных ресурсов республики. Проводится всесторонний мониторинг окружающей среды. Успешно ведется работа по выявлению и устранению нарушений природоохранного законодательства. Так, на сегодняшний день практически исключена незаконная добыча полезных ископаемых. Позитивно проявляют себя социально активные граждане, принимающие участие в организовываемых Комитетом экологии мероприятиях. Свидетельством успешности совместных усилий граждан и власти являются лидирующие позиции Республики Ингушетия во всероссийских экологических акциях. Одна из них – «Вода Россия», включающая в себя помимо непосредственной очистки от мусора берегов рек множество сопутствующих мероприятий, экологические уроки, творческие конкурсы, игры и викторины для детей. Проект «Лес Победы», направленный на сохранение памяти о павших в борьбе с фашизмом в Великой Отечественной войне, заботу о ветеранах войны, объединение гражданского общества, пропаганду патриотизма. В рамках этой акции заложен памятный мемориал в виде посадки леса из 2500 саженцев тополи и липы с привлечением ветеранов Великой Отечественной войны и волонтерских молодежных объединений. Вот этот великолепный лес, и как организаторы этой акции говорят, мы по этой акции, наверное, в лидерах в стране. Почему? Потому что мы не просто деревья сажаем, а это логотип сверху, читаемый «Лес Победой». Усиливая роль общественности в решении вопросов экологии, комитетом инициировано принятие закона об общественном экологическом контроле в Ингушетии. Именно благодаря этому социальному институту каждый неравнодушный житель сможет способствовать сохранению неповторимой природы Ингушетии. Особое внимание уделяется формированию экологического мировоззрения у молодого поколения. Для этого комитетом различные акции вовлекаются воспитанники детских садов, школьники и студенты. Если мы не держали бы ее в чистоте, то не было бы воздуха и нечем было бы дышать.
Всю эту работу планируется усовершенствовать и усилить в год экологии в Ингушетии. Реализация плана мероприятий будет способствовать привлечению общественного внимания к вопросам экологического развития республики, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности, а также несет вклад в формирование позитивного имиджа государственной политики Республики Ингушетия в сфере сохранения природного наследия. Один из самых объемных, всесторонних план, в который включены мероприятия и решения наиболее важных вопросов, актуальных для нашей республики. Это и строительство полигона, сортировочного комплекса, это и запуск системы обращения с отходами, это экологическая реабилитация водных объектов, которая по федеральной программе проводится. В связи с празднованием 25-летия образования республики запланировано обустройство 25 родников, расположенных на территории республики, и посадка 25 тысяч деревьев по всей территории республики с привлечением населения, общественных и молодежных объединений. Год экологии в Ингушетии будет акцентирован на максимальное вовлечение жителей нашей республики в решение экологических проблем, чтобы каждый единолично почувствовал ответственность за благополучное и здоровое настоящее и будущее нашей Ингушетии. Каждый в силах внести свой вклад в экологию родного края.